В поселке Нижний Ода Сосногорского района очередное нападение бездомной собаки на человека. На этот раз пострадала 9-летняя девочка. Она получила укушенные раны лица и сейчас проходит лечение в Ухтинской городской больнице. Узнать о подробностях происшествия у пострадавшей и ее матери удалось Александре Головиной. 9-летней Даше и ее маме Офелии информацию о выписке доктора Ухтинской больницы пока не дают. Прогнозов тоже. Обе надеются, что шрамы на лице заживут, но пока даже не сняли швы. Пострадавшая с мамой находится в хирургическом отделении с 25 апреля. Именно в тот день на Дашу во время прогулки набросилась собака. Я с одноклассником каталась на велосипедах. Мы поехали за дом. И мы катались, она лежала около второго подъезда. Я хотела доехать до 4-го, она на меня накинулась. Там стояла девушка, и мой одноклассник поехал за ней просить помощь. Эта собака бросила меня и побежала за моим одноклассником. Он быстро свернул и стоял, меня проводил до дома, и все как бы. Мама в то время находилась дома и до сих пор с ужасом вспоминает, как дочь пришла с прогулки с окровавленным лицом. Лицо было все в крови. Она ужасно плакала, ужасно тряслись у нее ноги. Единственное, что она сказала, на меня напала собака, меня покусала собака. И все, я вызвала скорую, мне помогла подруга, вызвала скорую, и нас увезли. Нас увезли на скорую, обработали и отправили в больницу. Как говорит мать девочки, в последние несколько лет в поселке и в самом Сосногорске, как и в соседней Ухте, остро стоит проблема бродячих собак. Местные жители пишут жалобы в администрацию, но ситуация не особо меняется. По официальной информации администрации Сосногорска за первый квартал 2021 года Управление ЖКХ заключило 3 муниципальных контракта с подрядной организацией «Ветеринарный центр». Отловлено 83 собаки. Стерилизовано, кастрировано и выпущено на прежние места обитания 43 особи. По клиническим показаниям ветеринарной службы усыпили 40 псов. Но к работе подрядчиков у сосногорцев немало вопросов который год. Я решила один раз возле окна полночи провести. Я посмотрела, как подъехала машина, то ли копейка, то ли семерка, номер сейчас я не помню. Вышел мальчик, произошел один выстрел в виде иголки с каким-то веществом. И, значит, все собаки в рассыпную, он тут же сел в свою машину и уехал. И все собаки побежали за его машиной. Все, вот так производился у нас отлов. Конкретно в этом случае пострадавшая девочка с мамой собаку знают. Пес раньше жил в соседнем доме, но хозяева от него отказались. С тех пор он обитает рядом со своим бывшим домом и наводит страх на жителей окрестностей. И не первый случай. Дня за 3 до нашего случая еще покалечился мальчик. Таким же образом та же собака накинулась на мальчика. Месяцем раньше девочку потаскала за ногу. С огромной гематомой сейчас ребенок. Вот как жить? В Нижнем Одусе уже организована доследственная проверка. Мать пострадавшей также обращалась в полицию. Однако хозяин собаку не признает, а значит заявление писать не на кого. Животное безнадзорное, а потому вопрос будет решаться через прокуратуру. Офелия Моргунова уже твердо решила туда обратиться. Ранее в Сосногорске уже было подобное нападение бездомной собаки на ребенка. Произошло все в 6-м микрорайоне в декабре минувшего года. Тогда прокуратура через суд взыскала с управления ЖКХ местной администрации 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. В этот раз история повторится, но, видимо, столь небольшие штрафы не особо пугают ответственных за порядок в городе лиц. Александра Головина, Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган.